Всем добрый день. Так, 11 июня. Все, нас выгрузили. И выезжаем с транспортной компании СТЛ. Выезжаем, сейчас пойдем развернемся, потому что здесь сразу влево не уйти. Сейчас где-нибудь развернемся. И мчим на паром. Ну, еще в магазин заедем. Перекусить что-нибудь надо будет взять пока. Там, где что найдешь, неизвестно. Сколько переправляться будем сейчас, может быть очередь там на переправе. Причем сильно. Ладно, друзья, все, дальше включимся. Всем удачи. Погнали, волосы назад. Ну, вот такие вот накопители, несколько рядов здесь. Тут мы со стороны Якутска, но потом еще на Бестяхе покажу. Сейчас посмотрим, куда, на какой паром нас отправят. Сейчас скажет. Здрасте. У 4-го причала встаньте, там 22-й проходит. Хорошо. Все, на 4-й причал. Первый, второй. Походу, с которого я вчера съезжал. А нет, я с 5-го съезжал. Вот на 4-й. О, хорошо, что не первым заезжать. Сейчас они как раз подойдет. Они зайдут. И все. Все, друзья, включимся. Все, друзья, переправились. Кое-как съехали. У них аппарель под углом. Вот здесь, допустим, вот она прямо. Да? Вот видите, прямо вот. А у нас под углом была. И все, я колесами об бордюр об их не цепляюсь. Ну, они, короче, там мутили. Этим самим, блин, как его обозвать-то? Паромом заводили. Прицеп мне разворачивали, короче, и все чуть-чуть. Его сносят ветрище, его сносят, они не могут сюда подрулить никак нормально. Вот как у этого, только у этого правильно поворот, а у того наоборот искос. Если от причала смотреть, причал вправо уходит, а этот аппарель влево. И то есть у него под углом встает и все, и короче такая херня. И ничего страшного, там пацаны, давай быстрее, пока сейчас еще назад. Все, там еще и буксанули. По бездорожью ебанули. Вот так вот сказать. И погнали. Ладно, все, выходим. Дальше посмотрим там что как. Где тормозиться будем, докуда сегодня дойдем. Так что такие вот. А туда дальше, вот налево, если поворачивать, то это получается на ледовую переправу, там же. А как тут узнать, куда, в какой этот заезд на Якутск? А Ямовский ходит. Кто подскажет, какой ряд вставать на Якутск? Любой, да? Да на любой ряд стоишь. Какой свободный, который еще. Люди тоже первый раз. Просто ты узнай, ты за кем? Крайний кто? Вот это узнай, хоть любой ряд встань.
Едем, сейчас надо что-то перекусить. Доски. Короче, город сюда привозят, елки-палки. Всего, блин, чего только сюда не везут в этот город, а отсюда ничего. Местные вот так ездят. Ладно, уберем. А может и засняли, хрен его знает. Посмотрим, подредактируем, если что. Может, говорит, местные, значит, нам можно так ехать. Да, каждый в своем городе хочет, как хочет, так и ездит. Так что выходим. Блин, все везут в этот Якутск, елки-палки. А вот здесь вот машинка туда повернула, ну вот туда. Там, короче, лодки паркуются. 700 рублей с человека, елки-палки, вообще офигеть. Они подвозят, там встречают такси, потом маленькие машинки. Короче, вон они там. Блин, не видно их. Вот они. Подушки воздушные все тут. Такая вот. Выезд с парома не снимал, потому что, ну, там не до этого. Да и на машинах-то, говорят, тоже подняли ценник. Нормально, прилично причем. Хоть на маленьких, хоть на большие. Ну, на маленьких было там что-то 600 рублей, по-моему, или что, сейчас 900. Короче, они сначала на 500 рублей подняли, а потом народ возмущаться стал. Они, короче, скинули это все дело на 300. Так из пассажира стали брать там тоже ценники. Нормальные причем. Причем нормальные цены стали брать с пассажира. Ну ты поехали или что ли? По большому только кругу заходить. Слушай. Чего за кем? Куда? Вот это сейчас дело зайдут с дровами. Короче, не было машин, наехало полные накопители. Где-то здесь кафешка есть. Так, топливо у нас есть. Нам хватает. Ладно, друзья, дальше включусь еще. Добрались до верхней Амги. Сейчас тут мост такой будет прикольный. Я сам иногда в шоке от него. Время, что время уже? 9:30, на улице светло так. Мы здесь, если что, встречи должны пропускать. Оба, на. Что-то начинают они тут строить. Как было, так и осталось. Вот так здесь. Опс. Хлопс. Опору поставили и все. Пока на этом все.
молчание на блатных Вольвах. Вот такая вот дорожка. Сейчас до Алдана нормально едешь. После Алдана опять начнется, это капец будет. Нам 20 километров до кафешки. За этим поужинаем, если она еще работает. Нет, значит не судьба. Всем добрый день, утро у кого. Сегодня у нас уже 11 июня. Прошел Вчера дошел до Тамота, там ночевал. Сейчас уже Алдан прошел. После Алдана уже вот еду. Ну что, сегодня знаменательное событие для меня. Дочери день рождения. Так что, доча, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. Ну и самое главное, здоровье. Здоровья побольше. Так что расти большой, не будь лапшой, как говорится. Ну а мы продолжаем ехать. Едем. Не знаю сегодня докуда дойдем. Посмотрим. Будет. О, впереди там опять снежные горки. И этот, самое главное, горка Тит. Я уже его снимать не буду, что я его уже туда, когда ехал, снял. Смысл второй раз. Кит, спускаемся. Туда, когда ехали, вот здесь сверху ехали. Они здесь уже. Короче, потихоньку они его что-то срежут все равно. Я думаю, немного, но срежут. Снег лежит. Короче, за бортом 10 градусов в плюсе. Дождь идет. Снег-то не тает. Там впереди что такая большая. Сейчас до Хатыми там пообедаем. Да дальше помчим. Вон там идет сильный дождь. Дороженька. Фильмакан. А как назло брекает все. Дождь идет. За бортом плюс 12. Вот. Ползем потихоньку. Ползем потихоньку. Интересно, этот асфальт они здесь будут ложить или что они просто так оставят? Заколебал этот тарелка, а что он там брякает уже?
камеру беру, так брякает. Только убирай, ничего не брякает. С утра. Она говорит, на тебе, на зло. Здесь, блин, вот тут гравийка лучше, чем асфальт. Да, Алдана считает, что дорога вообще конченая. Да, дальше я поснимаю там. Особенно после границы Якутия, Амурской области. И здесь подняли, прям хорошо подняли насыпь. Я так вот не пойму, они с боков еще расширяют, получается, наверное. Где бульдозер стоит, видимо, шире будет еще поворот. Потому что вот они срезали. Да. Поднимают, расширяют, чтобы шире был. Прошел уже Нерингли. А тут у меня беда чуть-чуть случилась перед Нерингли. Короче, Чульман проехал. Еще даже до конца поселка не доехал. Слышу, ну, окно открыто было. Слышу, у меня так еще тихо-тихо так. Пах! И маленькая машинка мне давай моргать. Останавливаюсь, у меня колесо побахнуло. Короче, промучился я там потихо. Классная штука, пистолет. Не зря я купил себе его. Ну, весь ничего не снимал, короче, потому что некогда было. Да и что с телефоном неудобно. Потом как-нибудь засниму процесс. Так еще тихо взорвалось-то, блин. Ну ничего не развалило, просто пшикнуло. Почему-то вот китайская резина так она пахает, я не знаю. И получается, снял-то быстро я, снял. Закрутил тоже быстро, что промучился там его туда затолкать. Новое поставить колесо. Монтажку не взял длинную. Все же смотрел на нее и забыл. Надо положить. А так что, воздушным пистолетом бах-бах открутил гайки, быстро скинул. Прикрутил. Все. Сейчас проезжал пост Беркакитский. Белый лебедь приехал. Ну, белый лебедь это КамАЗ. Они
как туда приезжают, шороху наводят, тут все боятся ездить. Все едут, спрашивают, что там стоит. Я говорю, стоит. А у них, кстати, это... У нас я в Приморье не видел, а у них появилась машина легковая, маленькая, все. И вот где этот, как его, мигалка, вокруг все в камерах на 360 градусов. Вот сегодня перед Нюркой стояла эта машинка. Я тоже первый раз увидел. Но она там на все, что можно, работает. Так что как-то так, друзья. Добрался до границы Саха-Якутия, Республика и Амурская область. Вот такая сторона. Ну все, говорим до свидания, Республика Саха-Якутия. Здравствуй, Амурская область. Сейчас Лапри, еще потрясемся. Бортом 12 в плюсе, солнышко садится. Но здесь уже темно будет. Здесь нету белых ночей. Вот туда. Дальше, да. Нормальный асфальт, потом опять говняный пойдет. Стрёмный. Стрёмная дорога сейчас на этот горный прошел. Да, там после Нерингри вообще асфальт конченый. Считаю, что до Нагорного, станция Нагорный. И сюда дальше вообще капец. А сюда получается вот Кровейка до границы. Тоже потихоньку поднимался. Такие видоны. Двигаем потихонечку. Я уже даже не знаю, докуда дойти сегодня. Уже и кушать охота сейчас. Смотрим в Тынде. До Тынды 100 километров где-то. Покушаем, да. Посмотрим. Колесом 4 часа вылетел, я бы уже бы здесь, конечно, был. Вот я сюда ехал 2 часа ровно. Ну, как раз бы где-то к Тынде подбирался. Или сегодня уже пройти эту дорогу стрёмную, не знаю, посмотрим. После Тынды так более или менее.
тоже ям хватает, нырков ям. Я говорю, тут подрядчика взять, кто делал дороги, да туда не подрядчика, кто вообще. Посадить, блин, на железный лист, зацепить за прицеп и прокатить. И, блядь, жопу свою отбил. Как мы в детстве на капотах на Зиловских катались. Самый четкий был Зиловский капот с горы зимой. Вот, зацепить этот капот, посадить его, блядь, по всем ямам прокатить. Чтоб до мозгов дошло. Как вы нахрен так делаете дороги? Зимой, ну, серьезно говорю, зимой она намного лучше была дорога. Сейчас просто капец. Вот до Алдана вообще конченая. После Алдана более или менее. Сейчас этот Лапри, там вообще начнется асфальт квадратами, трещины. Да, они такие глубокие, прям очень глубокие. И они, ну, я не знаю, прям едешь километров 10-15. Вроде до трассы-то ехать 260, да, километров. Тут время занимает капец. Ладно, друзья, не будем о плохом. Бог хоть судья. Бог, так говорится, не прошка видят немножко, все равно им всем воздастся. Но мы, может быть, когда-нибудь дождемся хороших дорог. Двигаем дальше. 260 осталось до Невера. Не знаю, сегодня посмотрю еще. Сейчас до Тынды дойду, посмотрю дальше. Добрался до Тынды. Вывеска такая. Тында. Бам. Тында считается столицей Бама. Так что как-то так вот. Что-то подделывают дорогу. Ну тут от аэропорта до Тынды прям нормальный такой участок дороги. Ну, есть норки тут. Не очень сильно много. Мост. Новый мост. Так сказать, новой России мост. Елки-палки, а как они строили. Это не советский мост. То есть провалился здесь. Этот за Тынду зашли. Короче, ночевал в Тынде. Не поехал я дальше никуда. Уже пока заправился, пока то все время уже было 11. Все, думаю, куда этих 170 километров еще трястись, не поеду. Так что вот так, друзья. Тынду я уже снимал, смысл одно и то же снимать 200 раз. Не вижу смысла. Погода 14 в плюсе. Был туман, вроде солнышко вышло. Кусок неплохой дороги. Сейчас там дальше тоже будут норки. А все будет. Дороженька у нас идет. Я не знаю, вроде они ее скальник туда дорогу строили. То, что может вечная мерзлота, они когда ее вскрыли, где-то подтаивает все равно. Не знаю даже, если честно сказать, почему так проваливается.
федеральная дорога. Природа красивая, мне вообще прям нравится природа прям. Прям прикольно. Ну и что, друзья? Я думаю, на этой ноте мы закончим наш видеоролик. Одну из серий. Пожелаем всем, что? Ну, берегите себя. Знаете, что нас ждут дома. И всего-всего самого наилучшего. Ну а мы, как всегда, погнали. Волосы назад дальше. До новых встреч, друзья. Все, всем пока-пока.